течение 2 недель на стадионах Совмин и Черное море было по-настоящему жарко. Каждый вечер здесь собиралось большое количество болельщиков, чтобы понаблюдать за игрой любительских команд. В финале турнира Кубка А-Мобайл по мини-футболу команды «Дружба» и Ассоциация предпринимателей боролись за 3-е место. По завершению первой 20-минутки счет 2-2. Во втором тайме Ассоциация предпринимателей вышла вперед, а к концу игры в ворота команды «Дружба» залетел еще один мяч. Таким образом, матч завершился со счетом 4-2 в пользу команды Ассоциации предпринимателей. Соперники, им надо отдать должное, они сегодня постарались сыграть в свой футбол, они повели в счете. Видно, их это расслабило. Мы воспользовались моментом, и нам повезло, что залетел первый рикошет в автогол. Если бы не этот гол, может быть, мы сегодня не выиграли. И, естественно, удача была на нашей стороне. Команды Аяйра и Скенч встретились в финале турнира. Было заметно, что обе команды были хорошо подготовлены, и никто не хотел уступать. Поэтому игра получилась интересной. Очень интересная игра, обе команды выкладываются и показывают мастеровой футбол. Но из-за того, что я наблюдаю в этом турнире, это по зрелищности самая лучшая игра сегодня. Удача оказалась на стороне Аяйры. Со счетом 3-1 команда заняла 1-е место и стала обладателем 4-го Кубка А-Мобайл по мини-футболу среди непрофессионалов. У нас довольно хорошая команда, мы давно играем, поэтому цель была только 1-е место, мы ее смогли достичь. Очень рады этому. Кубок А-Мобайла по мини-футболу проходит уже 4-й год подряд, и с каждым разом количество команд, желающих принять в нем участие, увеличивается. Популярность турнира растет. Мы со своей стороны каждый год стараемся улучшить организацию. Для этого мы приглашаем квалифицированных судей. Мы стараемся сделать это не просто футбольной игрой, но еще и большим праздником. По итогам турнира на 1-м месте команда Аяйра, на 2-м – Скенч. Ассоциация предпринимателей заняла 3-е место. Лучшие игроки турнира были награждены почетными грамотами. Алик Атрапш, Михаил Братухин, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение.